Добрый день, уважаемые подписчики! Меня зовут Алма Молдыбаева, я банкир дирекции по работе с клиентами в секторе энергетики. Сегодня я расскажу вам об индикативном анализе, втором этапе рассмотрения инвестиционных проектов и экспортных операций в нашем банке. Поделюсь перечнем документов, необходимых для этого этапа, и расскажу о мерах, которые банк принимает для улучшения процесса принятия решений. Эти усилия свидетельствуют о нашем стремлении к постоянному улучшению и совершенствованию деятельности банка. Этап «Индикативный анализ» включает в себя предварительный анализ проекта. Он необходим для всех инвестиционных проектов и экспортных операций в случае, если заявитель является нерезидентом. На этапе «Индикативный анализ» мы проводим комплексные действия для оценки предложенных проектов. Выполняется предварительная техническая экспертиза при необходимости с привлечением внешних оценщиков. Определяем потенциальные источники финансирования для проекта. Проверяем заявителя на предмет соответствия экономическим стандартам безопасности. Анализируем маркетинговую готовность и проработанность проекта. Проводим правовую экспертизу документации проекта на соответствие законодательным требованиям Республики Казахстан и нормам банка, включая возможность привлечения внешних правовых консультантов для более глубокого анализа проекта. Реализуем кредитный анализ, структурирование сделки согласно внутренним актам банка. Итогом данных экспертиз проект получает либо одобрение индикативных условий финансирования, либо решение об отказе, которое выносится в письменной форме. На данном этапе заявителям предоставляются следующие документы. Это учредительные документы и финансовые документы всех участников сделки, бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта, правоустанавливающие технические документы на земельные участки, разрешительная документация на осуществление деятельности в рамках проекта, проекты договоров или предварительные договора на поставку товаров, работ и услуг, коммерческие предложения на приобретение сырья с указанием цен, объемов и условий оплаты поставки, документы на предлагаемое залоговое обеспечение. Продолжительность рассмотрения инвестиционного проекта либо экспортной операции на данном этапе составляет до 35 рабочих дней. Однако при активном сотрудничестве сторон этот срок может сократиться. Благодаря последним изменениям в бизнес-процессах банк достиг значительной оптимизации сроков рассмотрения заявок. Мы объединили этапы бизнес-предложений и индикативный анализ, упразднили некоторые заключения на данном этапе, что позволило нам сократить срок рассмотрения до 12 рабочих дней. Эти улучшения направлены на ускорение и упрощение процедур, делая наши услуги более доступными и оперативными для клиентов. Заявки на финансирование могут быть отклонены по нескольким причинам, таким как несоответствие проекта и предоставленных документов требованиям банка, а также в случае непредоставления всех необходимых документов для полноценной экспертизы проекта. Также заявитель может самостоятельно отозвать заявку, если возникнет потребность в доработке или дополнении предоставленной документации. Залоговое обеспечение включает в себя земельные участки на праве частной собственности или временного возмездного долгосрочного землепользования со сроком, превышающим срок предоставления финансирования. Движимое и недвижимое имущество, включая имущество, которое будет приобретено в рамках реализации финансируемого банком проекта. Контракты или договоры на будущее имущество, объекты незавершенного строительства, денежные средства, размещенные на сберегательных и текущих счетах, со сроком размещения не менее срока предоставления финансирования, ценные бумаги, а также гарантии физических и юридических лиц. По отдельным видам обеспечения существуют ограничения, которые будут уточняться в процессе индивидуальной консультации с заявителем. Уважаемые подписчики, если у вас появятся дополнительные вопросы, вы можете обратиться к нашим банкирам. Их контактные номера доступны на официальном сайте банка. Подробности о завершающем этапе финансирования мы расскажем в следующем выпуске. Следите за нашими обновлениями.